Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Я прошу Всевышнего, чтобы Он дал баракат нам в этой нашей встрече, чтобы все, о чем мы с вами говорили, все, что мы слушали, чтобы приносило нам пользу, чтобы служило причиной тому, чтобы стать нам лучше, иншаллах, ближе к Аллаху, к Его милости, и чтобы все наши усердия, все наши дела были причиной того, что и наша встреча была причиной того, что Аллах Тааля простил нам наши, иншаллах, прегрешения. По некоторым причинам, я прошу прощения, сегодня мы немножко отклонимся от темы, и поэтому традиционная книга, урок по традиционной книге уже «Причины прощения грехов» сегодня не будет, немножко будет лекция на другую тему. Не смог я найти время, чтобы подготовиться, потому что действительно, может быть, кто-то думает, что хазраты, они уже привыкли, да, за 5 минут там книгу найдет, что-нибудь придумает и потом час-два говорит. Так не получается. Наверное, ни у кого так не получается из имамов, даже больших имамов. Поэтому всегда нужно готовиться, всегда нужно иногда и от книги отклоняться, потому что бывает так, что, например, автор книги что-то такое, вот, касающееся темы, что-то такое интересное пропустил, но есть вот такой хадис, который, машаллах, приукрасит эту тему, да, достоверный хадис, есть высказывание какого-то другого ученого из другой книги. И вот в итоге, может быть, что-то интересное получается. Поэтому сегодня будет тема немножко другая, но я надеюсь и прошу Аллаха, что эта тема вас, иншаллах, не расстроит. Я надеюсь, что вы не будете, уходя из лекции, не будете говорить, что вот я потерял свой вечер, да, лучше бы я там с женой, с детьми посидел бы. Хотя с женой и детьми тоже надо сидеть. Сегодня поговорим о нашем учителе, о нашем предводителе. И, иншаллах, я прошу Аллаха, чтобы он был и нашим заступником в судный день, потому что других заступников не будет, даже пророки, приближенные к Аллаху, они не смогут заступаться, поэтому сегодня поговорим о нашем любимом пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Особенно вот мы слышим в мечетях в этот месяц, в месяц, как называем, рождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, много там вечеров мы слышим, да, где-то я сам бываю. Конечно, мы должны пользоваться всеми возможностями, чтобы поговорить о нем, поговорить о нашем пророке, узнать о нем больше. Но, к сожалению, вот превращать вот это в разные там виды музыкальных вечеров, там, концертов, только песнопения, это неправильно. То есть я сам против этого, поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, это человек, которого мы должны очень много изучать. И, к сожалению, если взять еще не практикующих ислам, наших татар, да, которые называют себя мусульманами, да, я боюсь, что большая часть татар, которые, альхамдулилля, называют себя мусульманами, да, я боюсь, они не просто ничего не знают о нашем пророке, да, они просто, может быть, даже Аллах сахласын, они в глубоком неверии даже Аллах сахласын, что касается нашего пророка. Потому что когда многим татарам тяжело, когда очень тяжело, да, они все равно вспоминают Аллаха. Но через кого пришла вот эта вера, через кого пришло вот это знание о нем, да, через пророков. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это вторая часть, составная часть шахада, имана, то есть ашхаду, я свидетельствую, ан ла иляха илляллах, что нет достойного поклонения, никого нет, кроме единого Аллаха, ва анна, и вторая часть, Мухаммадан абдуху ва расулю, и что Мухаммад его раб и посланник. Поэтому, не уверуя в нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы не сможем быть мусульманами.
И мы не сможем мы не сможем быть мусульманами, пока пророк, алейхиссаляту вассалям, не займет в наших сердцах более достойное место, чем любовь наша к нашим родителям. Мусульманин не сможет быть мусульманином, пока не полюбит посланника Аллаха больше, чем свою мать. При всем уважении к нашим любимым, дорогим нашим родителям. Он никогда не сможет быть мусульманином, пока не будет любить своего пророка больше, чем своего отца, больше, чем своих детей, больше, чем своих внуков, за которых мы там готовы жизнь отдать, да, вот все, каждый день там на работу идем, стараемся за них, да, когда они болеют, мы там переживаем, это потому что наши дети, но ни у кого ребенок не может занять место пророка, то есть пророк, он ближе к нам, чем мы сами, так ведь, помните хадис Умара: «О посланник Аллаха, я больше всего люблю себя, а потом тебя». Посланник Аллаха, саллаллаху, молодец, сказал. Умар: нет, еще сказал. Ты еще не мусульманин, ты еще не уверовал. А когда он пришел и сказал, что в первую очередь я люблю тебя, а потом себя, тогда сказал: вот сейчас ты мусульманин. Поэтому, не полюбив пророка, алейхиссаляту вассалям, больше всех, мы не сможем быть мусульманами, и мы не сможем его полюбить так, потому что сердце — это такой орган, его не заставишь любить кого. Ты не можешь ему сказать: так, ты должен сейчас полюбить, с этого времени ты должен полюбить кого-то больше всех. Нет. Но это как росток дерева, которое нужно взращивать, которое нужно воспитывать, которое нужно укреплять каждый раз. И пока мы не начнем изучать его, не начнем знать о нем много-много, этой любви не будет. Поэтому я надеюсь, что вот то, о чем мы сегодня с вами, иншаллах, поговорим, будет причиной, одна из причин, что, иншаллах, любовь в наших сердцах по отношению к нашему пророку, по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этой любви будет больше немного, иншаллах, будет больше. И сегодня мы поговорим о его семье, о том, каким он был в семье. Потому что многие небольшие книги по сире, по истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям, там описывается жизнь очень кратко, то есть очень коротко. То есть как он родился, когда умерли его родители, когда умерла мать, когда умер Абу Талиб. Очень много было происшествий, то есть были войны, были сражения, так ведь? То есть больше всего говорится об этом. И даже вот те первокурсники наши, которые учатся у нас в мадресе, иногда они приходят, мы даже не можем их обвинять за это, да? Может быть, даже это наша ошибка. Иногда мы не учитываем то, что они вчера только пришли, да, и хотят узнать больше о пророке. И вот несколько было случаев, когда люди просто приходили и спрашивали: имам, там, Хазрат, Юсуф, вот почему мы читаем сиру, а там одни войны? Почему вот одни войны? Они что, только воевали? То есть да, мы знаем, что сражений было много, да, много было конфликтов, и война в истории — это всегда что-то такое запоминающееся, яркое, потому что были и жертвы, были и победы, так ведь? Но мы не можем говорить, что в жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были одни войны. То есть была жизнь, была семья, были жены, были дети, были соседи, были какие-то рыночные отношения, да? Он покупал, он что-то приобретал, он решал какие-то бытовые проблемы. Поэтому, альхамдулилля, вот сейчас уже начали появляться такие книги, которые уже конкретно вот какое-то направление в жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, описывается. То есть, например, есть переводы там качества, благородные качества пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, альхамдулилля, вот это нам тоже нужно, очень нужно. Потому что, альхамдулилля, у нас сегодня нет войны. Альхамдулилля, за это надо радоваться. Так ведь? Нельзя попросить у Аллаха войны, да, как там некоторые думают. Нет, это заблуждение. Мы должны просить у Аллаха мира, согласия. И для того, чтобы жить правильно, красиво, вот, вне войны, мы должны изучать жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И никто не может сегодня сказать, что у него там идеальные отношения там, с женой, с родителями, с детьми. Так ведь? Очень много проблем. Значит,
Значит, вот эти моменты в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны изучать больше, и мы должны искать эти темы. Особенно вот, что касается семьи, потому что мусульмане, в первую очередь, это те, которые должны хранить ценности семьи, семейные ценности, никах, потому что это есть сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это есть сунна Аллаха. То есть сунна не в значении там, не обязательно делать, да, а в значении сунна, что это закон Аллаха. Это закон, который Аллах Тааля установил. Люди должны жить в семье. Мужчины должны просить у Аллаха, чтобы Аллах сделал отцами. Женщины просят у Аллаха, чтобы Аллах одарил их детьми, чтобы они стали мамами. И поэтому это есть сунна, это закон Аллаха, который в первую очередь должны хранить мы. Так ведь мы. Но, к сожалению, сегодня, изучая проблемы, семейные проблемы мусульман, изучая вопросы там, талака, это мы видим, что, к сожалению, мы еще далеки от того, чтобы быть примерами для общества. Да, может быть, в процентном соотношении у нас разводов, семейных проблем может быть меньше, но, к сожалению, вот эта джахилия, да, которая была у нас и не один год, к сожалению, так ведь мы жили в этой джахилии, она прониклась до мозга костей. К сожалению, мы еще долго надо от этого избавляться. Альхамдулилля, мы когда совершаем намаз, когда поклоняемся Аллаху, мы стараемся, чтобы все было по сунне, да? Кто-то там даже считает себя более приверженным к сунне, чем Абу Ханифа, да? Кто-то больше думает, что вот я ближе к сунне, чем там имам Ахмад, например, рахимахуллах, имам Шафи'i, так ведь? Потому что когда им говоришь, вот имам Ахмад здесь говорил так, имам Абу Ханифа говорил так, он говорит, нет, мне по сунне надо. Ну, вот поэтому, дорогие братья, альхамдулилля, мы стремимся к сунне, да, но если вернуться в дом, да, если вернуться в наши отношения с женой, там, у сестер с мужьями, да, к сожалению, очень много проблем. Очень много проблем. И там явно многие вещи, они происходят явно не по сунне. Явно не по сунне. Поэтому это большая проблема. А семья, это, мы знаем, это основа общества. Реза ад-Дин бин Фахруддин, он был муфтием 100 лет назад, очень много книг написал, да, рахимахуллах. Он говорил, что любое общество, любое государство, он говорил, какая бы у него там сильная армия ни была, экономика, как бы она ни построила, если нет там института семьи, если нет семейных ценностей в этом государстве, это государство открыло последнюю страницу своей судьбы. То есть все, скоро этого государства просто не будет. Поэтому, если не будет семейных ценностей, и умма, она не сможет жить. Поэтому мы должны говорить об этом. А пророк, алейхиссаляту вассалям, он был примером для нас. Он был образцом для нас абсолютно во всем. Да, и на войне был он образцом. Таким смелым, таким сильным, таких больше не было. Сподвижники говорят, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выступал с мечом, тот фланг, который он удерживал, да, никто не мог удерживать. Ни Абу Бакр, ни Умар, ни другие. Да, у него рука была сильная. И та же рука, которая возвращалась домой, да, ставила вот так меч, копье и здоровалась с братьями, она была какой? Она была мягче шелка. Так ведь? То есть это мы знаем. Он был образцом и там, и здесь. Но, иншаллах, давайте вот посмотрим немножко на его отношение с Хадиджа. Это первая часть сегодняшней лекции будет, да, Хадиджа. И в завершении немножко поговорим о его отношениях с Аиша, радийаллаху анхума. Мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он женился на Хадиджа, когда ему было 25 лет. Когда ему было 25 лет. И мы знаем, что Хадиджа, она была старше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на сколько лет? На 15 лет. На 15 лет. То есть он женился на той женщине, которая была старше его на 15 лет. Прежде чем построить эту семью, Хадиджа, радийаллаху анха, услышав о его надежности, что он надежный человек, что он никогда не обманывает, что он всегда надежный, она берет его на работу.
То есть получается, Хадиджа нанимает Мухаммада, который еще не был пророком, так ведь, потому что до пророчества еще 15 лет, она нанимает его в работники и отправляет в Сирию. То есть мы знаем, что вот Сирия, Медина, Мекка, там в Сирии они что-то продавали, что-то покупали, привозили, и вот так она зарабатывала, Хадиджа. Она была до этого замужем, у нее уже мужа не было, так ведь, и будучи очень воспитанной, очень красивой, очень умной, мудрой женщиной, очень много мужчин сватались к ней, то есть хотели быть ее мужьями, да, но она отказывалась, потому что она искала кого-то другого. То есть, видать, вот Всевышний Аллах готовил ее сердце, место в ее сердце, да, именно для самого достойного, потому что ей предстояло быть самой достойной еще женой, женщиной. И вот так она отправляет нашего пророка, саллаллаху алейхи, в Сирию и для разведки отправляет своего слугу, которого звали Мейсера. Это был молодой, смышленый парнишка, который получил от госпожи наказ, чтобы следить за Мухаммадом. Что бы там он ни делал, да, о чем бы он ни говорил, Мейсера должен был провести вот эту разведку. Путь, сафар, путешествие, это как раз тот момент, когда человек выявляет себя, кто он на самом деле. Поэтому говорят же, чтобы узнать, какой он на самом деле, какой человек на самом деле, да, нужно или пожить с ним по соседству, потому что соседи, они всегда знают друг друга. Поэтому говорят же, если ищешь невесту, то про невесту не спрашивай у родных, они не продадут ее, так ведь, не выдадут, да, а спрашивай у соседей. Потому что родные даже многого не знают, а соседи все знают. Раньше обычно в деревнях они все знали, когда там килин просыпается в обед или там утром, да, как она себя там в огороде ведет. Поэтому нужно пожить, или же нужно пожить с соседями. Даже есть хадис, когда у посланника саллаллаху алейхи ва саллям спросили, а как узнать, хороший я или нет? Он сказал, спроси своего соседа. Это хадис есть. Кому интересно, я могу там, кто передает этот хадис, могу найти. Поэтому первое, или же нужно дать ему в долг денег и подождать, как он будет возвращать эти долги. Машаллах. Иногда вот были моменты, когда вот брату 100 рублей даешь, 500 рублей даешь, да, и понимаешь, кто он на самом деле есть. То есть вот даже небольшие деньги иногда выявляют человека. Поэтому второй момент, надо дать ему в долг что-нибудь и подождать, что будет происходить. И третье, с ним нужно выйти в путешествие. Вот даже вот когда совершаешь умру, хадж, да, машаллах. После хаджа одно из двух. Или он твой брат, машаллах, да, ты его так любишь, так, или же ты с ним там, машаллах, здороваешься, да, и говоришь ассаламу алейкум, да. Поэтому вот, чтобы узнать человека, надо одно из трех. И вот Мейсера, он выходит с ним в путешествие. Альхамдулилля, Аллах Тааля дает им баракат, и, машаллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он приносит очень много прибыли, очень много пользы Хадиджа, радийаллаху анха. То есть она получает через него очень много прибыли. И самое главное, Мейсера, который следовал за ним и следил за ним, да, он рассказывает очень много удивительных вещей про этого человека. Очень много удивительных вещей. И, альхамдулилля, вот в сердце Хадиджа появляются чувства по отношению к пророку Мухаммаду, и появляется желание все-таки вот построить свою жизнь, свою семью, свое будущее именно с ним. Потому что, как я повторяюсь, очень много было разных мужей, мужчин, которые хотели посвататься с ней, но она их не воспринимала. И вот Хадиджа, она рассказывает про свои чувства своей подруги, которую звали Нафиса. Ну, у татар тоже есть, да, имя у мусульман, Нафиса. И Нафиса, она как посредник
уже с этими чувствами, с этой информацией приходит к пророку Мухаммаду и рассказывает об этом. Конечно, поначалу, когда пророку Мухаммаду говорили, что вот надо, Хамза говорил, что надо пойти к ней, посвататься, да, он даже не представлял, как вот такая богатая, такая красивая, такая мудрая женщина, да, там в очереди стояли, да, как вот она воспримет его. Пророк даже не верил в это. Да? Ну вот так получилось, что Нафиса пришла, рассказала, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своим родным дядей Хамза, они направились в дом Хувайлида. Хувайлид — это был отец Хадиджа, радиаллаху анха, и попросили руки его дочери. И через несколько дней, альхамдулилля, на этой земле построилась действительно благословенная, действительно великая семья, новая семья между Мухаммадом и Хадиджей, радиаллаху анха. Аллах Тааля дал нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, через Хадиджу 6 детей. 6 детей, то есть 2 сыновей, и остальные были дочеря. Мы знаем, что сыновей звали Касим и Абдулла. Но на то была воля Аллаха. Они еще, будучи младенцами, умерли. Касим и Абдулла. А дочерей, мы знаем, звали Рукайя, супруга кого? Усмана, так ведь? Потом она стала Зайнаб. 3-я дочь Умму Кульсум на арабском языке, Умму Кульсум. И 4-я дочь, это, наверное, самая знаменитая, как ее звали? Фатима. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в истории человечества есть 4 самые святые женщины. Первая — это Марьям, Асия, жена фараона, так ведь? Хадиджа, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Фатима, 4-я Фатима. Вот это 4-я дочь. Это жена кого? Али, радиаллаху анху. Так ведь. Все дочеря пророка, саллаллаху алейхи вассалям, альхамдулилля, они дожили до пророчества, потому что, когда они родились, их папа еще не был пророком, так ведь? Когда, альхамдулилля, они дожили до пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и все они приняли ислам. Все они приняли ислам, все они были мусульманками. Мы даже знаем случай, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объявил о том, что он пророк, что он посланник Аллаха. Против него выступили курайшиты, и его дядя Абу Лахаб проявил по отношению к нему страшную вражду, так ведь? И когда он пришел домой, а как раз его 2 дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, любимые дочеря Рукайя и Умму Кульсум, они были замужем за сыновьями Абу Лахаба. И Абу Лахаб позвал своих сыновей и сказал: выгоняйте их, выгоняйте. И они выгнали, сыновья Абу Лахаба, прямо выгнали, развели его дочерей. Вот поэтому, альхамдулилля, они приняли ислам. И так уж Аллах Тааля пожелал, что все дети, они умерли до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И только Фатима, похоронив своего отца, через, там говорится, 5 месяцев, 6 месяцев, она вернулась к Аллаху. Получается, вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если в детстве он узнал, что такое потеря родителей, отца он, мы знаем, не видел никогда, он был сиротой, так ведь, рано потерял мать, потом потерял дедушку Абдуль-Мутталиба, потому что он под его воспитанием был, потом только Абу Талиба потерял, так ведь? Поэтому он понимал, что такое потерять и родителей, и он понимал, что такое потерять детей, потому что иногда случается у людей в жизни такое, что Аллах Тааля забирает у нас наших детей, внуков, и многие задаются вопросом, вот почему Аллах меня не любит, почему Аллах Тааля забрал у меня моих любимых детей или моего, да, вот Аллах Тааля забрал у нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, даже вот если взять от Хадиджи 6 детей,
пятерых Аллах забрал. Он сам их похоронил, так ведь? И даже, по-моему, если я не ошибаюсь, Умму Гульсум он даже не смог похоронить, потому что он был в сражении. Он был в сражении, и Усман оставался с ней, и она умерла в Медине, и до его прихода они уже похоронили ее. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху, он испытал эту горесть, он понимал, что такое потерять своих детей. Потому что только Фатима была жива, когда он умер. И Хадиджа. Вернемся к Хадиджа. И вот с первого дня их жизни, семьи, Хадиджа действительно и до конца, до последнего вздоха Хадиджи, она была надежной опорой и помощью для пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, было особенно тяжело, да, на пути дахвата, на пути ислама, когда он строил вот эти отношения, когда он призывал, и в деле призыва терпел очень много трудностей, альхамдулилля, вот Аллах Тааля, он сам выбрал для него самую достойную женщину, которая была и советником, которая была и спонсором. Она была спонсором, да, потому что она была богата, она была сильной, она была умной, она советовала, она могла успокоить его, она могла там, иногда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, не знал, что делать, она могла найти в нем вот эти сильные моменты и дать ей вот именно нужный совет. И даже когда пришло самое первое испытание, это встреча Джибрииль с Джибриилем, алейхиссалям. Так ведь? То есть начало пророчества. Мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился в Гар Хира, в пещере Хира, к нему пришел кто-то. Он же не пришел и не постучался. Он не сказал, там, извините, я вот от Аллаха пришел к тебе, я там ангел, меня зовут Джибрииль, да, он там удостоверение не показал, так ведь? И поэтому посланник Аллаха увидел его, а он еще крыльями взял в объятия и прижал его так сильно, что он не мог дышать, и говорит еще: «Икра, читай». Он говорит: «Я не могу, лясту бикари, читай во имя твоего Господа» и так далее. Вот мы знаем этот случай, когда он вырвался, когда его отпустил ангел, он бежал, и он был в страхе, он не понимал, что произошло, кто это был, да, что там случилось. И он, мы знаем, когда он заходит в дом, забегает, он не говорит: «Альхамдулилля, я стал пророком», он говорит: «Заммилюни, дафируни». Закройте меня, спрячьте меня. Он весь дрожал, он весь боялся, он не понимал, что случилось. И его закрыли, и Хадиджа, вот как раз вот здесь рядом нужна была кто? Мудрый человек, мудрая жена. И она подождала немножко, пока он успокоится, потом подошла и, включив всю свою мудрость, да, она спросила: что случилось? Что случилось? И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал рассказывать, что была какая-то встреча, он встретился с кем-то, и вот этот кто-то приказал ему читать, и вот рассказал все. И тогда Хадиджа, она же тоже не понимала. Если пророк не понимает, что случилось, а как она может понять? Но она была опытной женщиной. И вот здесь и включилась ее здоровая логика. И она сказала такие слова, успокаивая нашего пророка, саллаллаху алейхи, эти слова, они остались навеки в истории ислама. Навеки в истории ислама. Ее золотые слова. Она сказала: нет, о Мухаммад, я клянусь Аллахом, Аллах никогда не опозорит тебя. Аллах никогда не оставит тебя в горести. Почему? Почему Аллах не оставит тебя в позоре, в горести? Потому что она начала размышлять, потому что ты всегда связываешь родственные узы. Потому что ты достойный человек. И Аллах не может тебя опозорить. То есть не должен тебя опозорить, вот в таком значении. Ты связываешь родственные узы, ты призываешь к родственным узам, а это что-то великое. Когда ты говоришь, ты всегда говоришь правду. Ты не какой-то лжец. Ты не какой-то лжец, ты всегда говоришь правду. Третий момент. Ты всегда помогаешь нуждающимся. Если кому-то нужна твоя помощь, если он нуждается, ты всегда ему помогаешь. Да?
Четвертый момент, когда приходит гость, ты всегда проявляешь уважение к этому гостю. То есть икрам уд-дайф, это было одно из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда к тебе приходит гость, ты должен уважить его. И когда кому-то тяжело, ты всегда к нему помогаешь. То есть вот через эту логику, да, жизненный опыт, она начала успокаивать его. Потом они направились к дяде Хадиджа, которого звали Варака ибн Науфаль. Этот дядя, он был уже старейший человек, да, пожилой человек, он был ученым из числа обладателей Писания. То есть он был христианин, ученый, который читал очень много книг, который поклонялся Аллаху. И он в это время был уже очень старым и слепым. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они направились к нему, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал ему, что было там, да, в пещере, он обрадовался. Почему? Потому что он понял, о чем речь. Так ведь? Он знал свои книги. И в их книгах было написано, что еще должен прийти кто? Последний пророк. Он знал об этом. И он обрадовался и сказал, так это то создание, которое приходило к Муса, алейхиссалям. К Муса, алейхиссалям. То есть это ангел. Это тот ангел, который приходил к Муса, алейхиссалям. И вот тогда он сказал, что это человек, которого ждали все. И он много там говорил, что кому бы с таким посланием не приходили ангелы, то их народ превращал их в врагов, так ведь, то есть он о многом говорил, но, альхамдулилля, он сказал, что вот это ангел, который пришел к пророку. Вот поэтому самые первые дни, когда рядом не было Умара, когда не было Хамзы, потому что Хамза еще не в исламе был, да, кто пришел к нему на помощь? Это жена, это любимая жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хадиджа. И вот так началось пророчество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и через 10 лет, то есть 10 лет он был пророком, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, испытал две потери, то есть два горя. Сначала он потерял своего дядю, под опекой которого он сколько лет жил, так ведь? Потому что Абдуль-Мутталиб, дед пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, умирая, оставил его кому? Абу Талиб. И Абу Талиб — это тот человек, который проявлял заботу, любовь к нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, даже больше, чем к своим сыновьям. Даже чем к своим родным сыновьям. То есть он любил больше и заботился о нем больше. Поэтому он очень сильно любил. И мы знаем, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда курайшиты просто хотели его просто разорвать, да, мы знаем, что он защитил его. Но на то была воля Аллаха. Он не удостоился того счастья, чтобы стать мусульманином. Так ведь? Он умер, к сожалению, будучи многобожником. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял его, и в тот же год, в месяц Рамадан, он потерял любимую жену Хадиджу, радийаллаху анха. И когда ее похоронили, говорится, что тогда еще салятуль джаназа не было, тогда еще не было в шариате джаназа намаза. Ей было 65 лет, получается, так ведь? Если они 15 до пророчества, 10 лет уже во время пророчества, и вот так 25 лет, получается, они прожили вместе. И ей было 65 лет. И вот этот год, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял двоих близких людей, Абу Талиба и Хадиджу, в истории ислама остался как год скорби. То есть как год скорби и печали. Потому что действительно посланник Аллаха потерял действительно близких людей. И вот так они прожили 25 лет. Альхамдулилля, прошли через очень много испытаний, вместе победили очень многие трудности, да. И вот Хадиджа, она вошла в историю ислама как первая любимая жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как первая, которая приняла ислам от него, и одна из самых святых, великих женщин в истории человечества. И как я уж повторяюсь в хадисе, 4. Марьям,
Асия, Марьям, ну, Марьям на первом месте, это самая святая, это в Коране говорится в аяте, Хадиджа и Фатима. Когда посланник Аллаха ﷺ похоронил ее, действительно, это было очень трудное испытание для него, это было, действительно, ему было очень тяжело, и когда прошло некоторое время, может быть, Аллах дал ему облегчение, да, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до конца своей жизни он не мог о ней забыть. Он не мог о ней забыть. Поэтому нельзя думать, что вот пророки, да, они как там роботы, да, там у них программа пришла, там все жестко, да, все любовь к Аллаху, все там, кто-нибудь умер, там, бисмилля, все похоронили, идем дальше. Нет, такого не было. Конечно, он любил. Он любил своих детей, он любил своих дочерей, он переживал за них, он очень сильно переживал, когда потерял Абу Талиба. И может быть не просто из-за того, что он потерял его, да, что он умер, а из-за того, что больше, наверное, он печалился, потому что он ушел не мусульманином. Потому что до конца, когда он еще лежал на смертной одре, он говорил: «Ишхад», засвидетельствуй, просто скажи «Ля иляха илля Аллах». Он не смог сказать. Он не смог сказать. Поэтому действительно это была печаль. И хотя прошло много времени, но посланник Аллаха ﷺ не мог о ней забыть. И как передает Аиша, вот потихоньку сейчас уже переходим к ней, да, как передает Аиша, радийаллаху анха, которая жила с пророком ﷺ до конца его жизни, да, до конца его жизни. Пророк умер на груди Аиша, радийаллаху анха, и вот она передает, что когда, говорит, в доме где-нибудь вспоминали имя Хадиджа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же вспоминал о ней и начал расхваливать ее. Он начал расхваливать ее. Она вот была такой, моя Хадиджа, моя любовь была такой. И делал истигфар за нее, просил за нее, чтобы Аллах простил ей грехи. И очень часто это, как говорится, возбуждало в Аише ревность. Ревность, потому что, ну, женщины, они всегда ревнивые, так ведь? Или не так? У вас нет таких проблем? Вот. И Аиша рассказывает, он часто, говорит, вспоминал про ней и говорил: моя Хадиджа была такой-то, такой-то, и она мне родила детей. Вот так он вспоминал. И как-то раз Аиша просто не стерпела и сказала: неужели для тебя нет другой женщины на этой земле, кроме Хадиджи? Или, например, там в другом говорится: вот, ну вот, что ты говоришь о своей бабушке, когда Аллах дал тебе, меня, то есть молодую, так ведь? Но посланник Аллаха ﷺ всегда понимал ее молодость, да, и всегда проявлял терпение, и он сказал, когда все говорили, что я лжец, а когда пророк ﷺ пришел и сказал: я посланник Аллаха, ему что сказали? Машаллах? Нет. Они сказали: ты лжец, ты колдун. Вот поэтому посланник Аллаха, ﷺ, когда вспоминал и видел, что Аиша ревнует, да, он говорил ей: когда все сказали, что я лжец, меня назвали лжецом, она мне поверила. Она поверила мне. То есть, когда было вот самое тяжелое испытание, как тяжелая часть пророчества, это в начале. Когда тебе никто не верит, у тебя нет рядом Умара, у тебя нет вот этих сподвижников, тысячи, сотни сподвижников, нету их. И вот он вспоминал ее. Когда все говорили, называли меня лжецом, она мне поверила. Когда все отвернулись от меня, она помогала мне. То есть все, что у нее было, она давала кому? Пророку Мухаммаду. Не только любовь, не только заботу, как женщины, да, как жены. Она отдавала все богатства, все деньги отдавала ему. Потому что ему нужно было поднимать ислам, ему нужны были силы. Это был самый первый спонсор пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это была Хадиджа. Поэтому, когда все отвернулись от меня, она помогала мне. И когда я лишился детей от других жен, Аллах одарил меня через нее, моими детьми. Она подарила ему шестерых детей. Поэтому он всегда вспоминал о ней. И он всегда радовался, что вспоминая о ней, то есть и скучал по ней. И вот эта любовь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хадиджа, альхамдулилля, она переходила даже к тем, которые были близки к Хадидже при жизни.
То есть, когда вот ты любишь кого-то, его близкие, это природа человека, это здоровая природа фитрат. Когда ты кого-то сильно любишь, ты начинаешь любить его близких. Например, если у тебя в жизни есть какой-то друг твой любимый, да, но неужели ты не любишь его детей? Они особенно для тебя близки, потому что они дети кого-то твоего друга, так ведь? И для них там, ты не можешь сказать, так, брат, ты приходи, детей убери уж, пожалуйста, там я не люблю их там. Нет, его семья, это как твоя семья. Его родители, ты уважаешь, любишь его родителей, потому что ты его любишь. Так ведь? Поэтому ты любишь свою тетю, своего дядю, потому что это брат, сестра твоего отца или там твоей матери. Близкие твоего близкого человека становятся близкими тебе. И вот близкие Хадиджа, они были близки к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть несколько примеров. Например, после смерти Хадиджа, в сборнике имама аль-Бухари, передается хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был у себя дома, пришла женщина, ее звали Халя. Это была родная сестра Хадиджа. Уже после смерти Хадиджа. Она постучалась и, видать, или салям дала, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал за дверью женский голос. А ее голос был похож на голос Хадиджа. И посланник Аллаха, сидевший спокойно дома, когда он услышал голос кого? Хадиджа. Он очнулся, субханаллах, он скучал по ней. И когда он понял, Хадиджи-то нет, а это была Халя, он сказал: «Аллахумма Халя». Он сказал: «О Аллах, это же Халя». «О Аллах, это же Халя», то есть сестра Хадиджи. Этот хадис — сборник имама Бухари. Поэтому, когда человек любит свою жену, он должен любить и родных жены, и тещу, обязательно, дорогие братья, которая, машаллах, 20 лет воспитывала свою дочь, учила там тухмаша пширга, чтобы она потом тебе 20, 40, 50 лет служила, да, тебе неблагодарному. Поэтому любишь жену, люби тещу, люби и тестя люби, и ее родных. Поэтому нельзя там говорить, как некоторые думают, мотором я тебя люблю, конечно, иди сюда, но родных давай близко не пускай, да? Так нельзя делать. Вот это природа, вот она истинная сунна. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, любил. Когда Айша, радиаллаху анха, передает, что когда в доме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, забивали животные, самые лучшие куски он повелевал кому? Отнесите к родным Хадиджа. Куштаняч, как мы говорим, да? Как подарок. Отнесите. И есть в сборниках имама Хакима и Байхаки еще другой хадис. Айша передает, когда, говорит, как-то раз к нам домой пришла пожилая женщина, по-нашему бабушка, да, пришла. И когда она назвала свое имя, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, такое уважение к ней проявил. Машаллах, она была великой гостью в доме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И с таким уважением, с таким достоинством посланник Аллаха проводил ее потом уже, да, что Айша удивилась и спросила: почему, о Расулуллах, из-за чего ты такое проявил такое уважение по отношению к этой женщине? И посланник Аллаха, знаете, что сказал? Когда, говорит, моя Хадиджа была жива, она приходила к нему. То есть это была подружка моей жены. Вот так получается, да? Если по-нашему. Вот, альхамдулилля, таким был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, когда любишь одного человека, начинаешь любить и других. И, альхамдулилля, Хадиджа 25 лет служила нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Никогда Хадиджа не поднимала на него голос, никогда не противилась пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и всегда была покорной, достойной женой. И вот я когда, не помню уже сколько лет назад, я когда готовил вот эту лекцию, она постоянно обновляется, там я что-то добавляю, что-то убираю. Когда я готовил, я листал несколько книг, тут, там, в интернете поискал, там, уроки прослушал. И, машаллах, вот я сначала изучал любовь, уважение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по отношению к Хадиджи. В начале книги, да. Я там целый день этим занимался, потом прихожу домой к своей Хадиджи, да, и она мне делает чай,
И я уж хочу как-то отблагодарить ее, так ведь, порадовать. Я говорю, вот сегодня Матурум я целый день читал про отношения между пророком Мухаммадом, ﷺ, и его женой Хадиджей. Ну, ей сразу интересно стало. Я думаю, сегодня, вот даже сегодняшняя лекция, она вам не интересна, а нашим женам интересна, наверное, тем, которые слушают. Да? Вот, я говорю, я вот из этих уроков понял одно. Я говорю, вот пророк, ﷺ, так ее любил. Так ее любил. Альхамдулилля, жена уж растаяла, там такие понравилось, все там. Им же нравится, когда их любят, да? Я говорю, так пророк любил ее, машалла, машалла. На следующий день я дальше читаю. Прихожу вечером домой, жена там чай делает. Я говорю, Матурум, я сегодня вот снова целый день прочитал про это. Я же все-таки понял причину. Она говорит, спрашивает, какую причину? Ну, почему пророк так любил Хадиджу? Ну, ей интересно стало, да? Почему? Я говорю, а ее невозможно было не любить. Потому что действительно она была очень достойной женщиной. Она была очень достойной женщиной, да, и она делала все, абсолютно все, чтобы пророку, ﷺ, было легче, чтобы он был сильным, чтобы он, альхамдулилля, работал на пути Аллаха. И Аллах, он отблагодарил ее еще при жизни. Еще при жизни Аллах отблагодарил ее, и хадис мы находим в сборниках Бухари и Муслима от Абу Хурайра, радиаллаху анху, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в пещере, где произошла первая встреча, и рядом с ним был Джибрииль, алейхиссалям, который учил посланника Аллаха Корану. Мы знаем, что каждый год они повторяли Коран. То есть они учили Коран. И в последний год, когда Джибрииль пришел, они 2 раза прочитали Коран. И вот когда Джибрииль был рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, он увидел Хадиджу, которая идет кому? К мужу. Потому что надо мужа кормить, так ведь надо заботиться о нем. Вот. И Джибрииль, алейхиссалям, увидел ее, а пророк Мухаммад не видел, он же в пещере, так ведь, она там снаружи. И сказал, этот хадис в сборниках Бухари и Муслима, тебе идет Хадиджа, твоя Хадиджа. И она взяла с собой что-то, то есть, может быть, это провизия, еда, вода, так ведь. Когда она придет к тебе, передай ей слова приветствия от ее Господа, то есть от Аллаха. Передай ей привет от Аллаха, так получается, да? Салям от Аллаха. И скажи ей, то есть обрадуй ее домом в раю, который ждет ее. То есть ее ждет дом в раю. И в этом доме она никогда не увидит, что такое печаль, не почувствует, да? И никогда не услышит вот эти громкие голоса. Громкий голос, то есть там будет тишина и спокойствие. Вот обрадуй ее вот этим домом. Почему ученые говорят, вот этот дом, почему дом, да? Потому что она подарила кому при жизни? Пророку дом. То есть спокойствие в доме от кого зависит? Так ведь? От жены. Поэтому дом Хадиджи это был домом для пророка. И в доме Хадиджи никогда не повышали голос. Поэтому посланник в хадисе говорится, в этом доме, который ждет ее в раю, никогда не будет ни печали, никаких горестей и никогда не будут повышать голос. Потому что никогда посланник Аллаха не испытывал печаль, горе в доме Хадиджи и никогда там не повышали голос. Поэтому пусть Аллах будет доволен Хадиджей, радиаллаху анха. Если начало пророчества, постараюсь быть коротко, иншаллах. Если в начале пророчества Аллах сам выбрал для пророка, саллаллаху алейхи вассалям, самую мудрую, достойную, опытную женщину, Хадиджа, то уже в конце пророчества Аллах Тааля выбрал для нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спутницу жизни Аиша, радиаллаху анха. Аиша. Мы знаем, что Аиша – это дочь самого близкого, самого преданного сподвижника пророку, саллаллаху алейхи, это Абу Бакр, дочь Абу Бакра, так ведь? И Аллах Тааля пожелал так,
чтобы она уже с детства была рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот много говорят, да, наши там заумные востоковеды, некоторые наши, которые называют себя хазратами, богословами, много пишут об этом, да, что вот там Айша было, там ей 9 лет было, почему вот это там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже начал с ней жить, да, вот многие, они исходят из того, что как они думают, да, вот это муж и жена, там сразу там половая близость, это вот там вот эти страсть, да, животная страсть. Конечно, нельзя думать о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, так. Когда ему было 25 лет, он женился на ком? На Хадидже, которой было 40 лет. И поэтому союз между пророком Мухаммадом и Айшей — это что-то большее, чем какие-то отношения между мужчиной и женщиной. Аллах Тааля сам выбрал ее для него в этом возрасте, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, успел инвестировать в нее очень много знаний. Мы знаем, что когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Айша была молодой, и она не стала матерью, она не смогла стать матерью, но ее миссия в истории ислама, в истории человечества была другой. Она передала столько хадисов про интимную жизнь, про домашнюю жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы столько узнали про него, да, от кого? От Айши, радийаллаху анха. То, что Абу Хурейра, может быть, не мог видеть, то, что Умар не мог видеть, то, что Абу Бакр не мог видеть, а Айша видела. И сколько хадисов мы получили через нее. Потому что это была ее обязанность, ее миссия перед Аллахом, перед уммой. Поэтому то, что там говорят, да, ну, это все ерунда. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней, этот брак был не просто там какие-то страсти мужчины, не страсть между мужчиной и женщиной. Хотя в этом пророк тоже был для нас примером. Нет, это была великая миссия. Это была великая миссия, и она с этой миссией справилась, альхамдулилля. Столько знаний мы через нее взяли. Поэтому мы, мусульмане, должны это правильно понимать, да? И не поддаваться вот этим глупым измышлениям на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это у нас так. Многие братья, если у них там, извините, не приспичит, они даже не женятся, субханаллах. Если у них вот эта страсть не победит их, там, не начнет их заносить, они даже не женятся. Они даже не женятся, валлахи. Я вот как-то, когда еще был шакирдом молодым, да, я вот все время, искал вот, смысл, мудрость, почему Аллах дал нам шахват. Потому что столько зина молодежь делает, да, столько разврата и среди девушек, и среди парней. Из-за чего? Потому что не могут справиться со своим шахватом, страстью вот этой, да. Я все время задавал себе вопрос, а потом раз тут хадис прочитал, тут аят. А во всем есть мудрость Аллаха. Если бы Аллах не дал нам эту страсть, многие бы из нас просто не женились бы. Просто я же говорю, пока не занесет его там, да, он даже не женится. Даже не женится. Поэтому альхамдулилля, что страсть есть. А что касается пророка, да, у него была страсть. Да, он был образцом и в этом, но тут была миссия намного выше. Намного выше. И вот это два солнца. Это два солнца, которые освещали путь. В начале пророчества рядом была Хадиджа. Да, она нужна была опытной, нужна была состоятельной, сильной, с опытом женщиной. И вот Аллах дал ему ее. А здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вкладывался в нее, инвестировал столько знаний. Потом она, альхамдулилля, распространяла. И мы знаем, что когда даже посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, умирал, Аллах пожелал, чтобы он умер в доме Айши, радийаллаху анха. Так ведь? Мы знаем, что перед смертью посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, увидев у Айши мисвак, он попросил у нее сивак, и она своими слюнами, она размягчила часть сивака и передала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот так он умер. Так ведь на груди у Аиши, радийаллаху анха. И действительно, Аиша, радийаллаху анха, была матерью правоверных, и мы должны любить и Хадиджу, как мать нашу, и должны любить Аишу, радийаллаху анха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, действительно любил ее, любил Аиша. И когда один из подвижников пришел и с надеждой, что когда он спросит у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а кого ты больше любишь из своих сподвижников, может быть, он надеялся, что он скажет про него, да? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: больше всех я люблю Аишу. Вот представьте себе, да? Приходит человек и говорит: а я жену больше всех люблю.
И он такой спросил, а потом кого? Ее отца. Кого? Ее отца. Он не сказал Абу Бакра. Он сказал, ее отца потом. И на втором месте не ты, так ведь? То есть посланник Аллаха, он не скрывал, что очень любил Айша. И он не скрывал, что он любил после Айши отца Айши, радийаллаху анха. И, альхамдулилля, когда еще она была молодой, он всегда играл с ней, он шутил с ней. Он шутил с ней. Мы знаем, что вот в хадисе они играли в этот, кто кого обгонит, да? Они в перебежку, в пробежку. Да? И когда первый раз посланник Аллаха отстал, когда первый раз они соревновались, она обогнала. Но через некоторое время пророк еще раз предложил и обогнал ее. И сказал, а вот тебе это за тот случай, когда ты меня обогнала. Да? Вот. И иногда бывало так, что Айша, будучи молодой девушкой, иногда вечерами она рассказывала разные там рассказы. А вот представьте себе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тут и так 23 года всего пророчества, да, на все успеть, и он сидел и слушал ее. Он сидел, улыбался, терпел, слушал ее, понимаете? Вот это его уважение к ней, да? Это любовь его к ней. И он действительно терпел. И терпел ее ревность, так ведь много хадисов про это. И вот что интересно, утром Айша, радийаллаху анха, рассказывает, что утром, когда они умывали лицо, они умывались с одного тазика. И у нее были руки маленькие, да, а у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были мужские руки, да, большие. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда начал всю воду брать себе, да, она говорила, оставь меня, ты же всю воду возьмешь. Да? Вот так, как бы, саллаллаху алейхи ва саллям, играл с ней. Такая привычка была у некоторых народов. Я не буду называть уж, а то все меня слушают, кто-нибудь обидится, да? Еще запись остается. Были некоторые народы, которые, можно сказать, даже издевались над своими женами, когда у них наступало время месячных, они брезгали находиться рядом с женой, они прямо вот просили жену, чтобы она вернулась к матери. И после того, как она очистится там, через неделю, через 10 дней, чтобы она там помылась, да, и чистой возвращалась к мужу. И каждый раз, когда у нее наступало месячное, они вот с позором, да, это же позор, издевательство, да, они выгоняли жен. Вот так, чтобы они там у родных пожили. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, заметил это у некоторых мусульман. Что вот, потому что, дурной пример, он заражает, так ведь? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с намерением, чтобы у мусульман такого не было, он не то, что, когда у Айши были месячные, он не то, что просто рядом с ним сидел, да? Он вместе с ней кушал с одной тарелки, и когда она брала, чашку, там что, вот сосуд с водой, да? Когда она пила и ставила, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, брал вот эту чашу, да, и пил с того места, куда соприкасались ее губы. То есть он дал всем понять, что нельзя издеваться над своей женой. Нельзя брезгать той, которая служит тебе, которая дарит тебе детей. Вот куда касались ее губы, он оттуда пил. Когда она кушала мясо, он брал у нее мясо, кусок, и вот он кусал там, где она откусывала. Прямо он показал всем, что нельзя так делать. И на примере Айши он это показывал. То есть это вот тоже показывает любовь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к Айше. И таких моментов, вот именно, казалось бы, это, то, что там, как они там лицо мыли, да, с одного тазика, это, казалось бы, не такой там большой пример, да, такой важный, но все это показывает нам отношение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его жен. И действительно, он был самым достойным, и они были самыми достойными. И вот для нас в этом, машаллах, дорогие братья, я прошу прощения, что немножко сегодня урок затянулся,
действительно в этом для нас очень большой пример, потому что очень часто мы любим много говорить о сунне, да, но если посмотреть на наши отношения, да, внутри семьи, да, к сожалению, мы еще очень далеки от того идеала, который нам оставил наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Джазакумуллаху хайран. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.